лось уже ушел на весеннее стойбище. Напарники Владимир Распопов и Андрей Боровков ищут свежие следы Сахатова. Размер и частота копытных отпечатков. Для инспекторов важна каждая деталь. Лоси – это только часть работы. В их зоне ответственности 335 тысяч гектаров ресурсного резервата «Белянка». Лося можно определить по определенным задирам, как едят они тальники, они их заламывают, ломают прям ветки, чтобы тальник рос не ввысь, а в ширину. Чтобы больше молодых побегов было, соответственно, корму будет больше. Большое лежбище и высокие заломы на тальниках. Опытный егерь уверен, здесь пару дней назад был одинокий лось. Впрочем, шансы запечатлеть зверя на камеру оказались невелики. Виной всему раннее потепление. С оттайкой снега сахатые находят стойбище и не выходят из леса. Когда там 15 лет назад все это начиналось, лосей где-то мы на Белянке считали, первую зиму проводили, мы их практически вообще не видели. Мы считали, что у нас по самой речке всего лосей 10 особей всего обитает. Теперь, не считая всего резервата, у нас только на одной Белянке около 70-80 лосей. Мы гордимся, что мы 8 раз практически увеличили за это время именно копытных. Природоохранная территория находится в среднем течении реки Лена. Она создана для восстановления популяции дикого северного оленя, лося и знаменитого баргузинского соболя. До закрытия автозимника специалисты должны успеть составить маршруты учета всех животных. Для инспекторов охраны природы снегоход – основное средство передвижения. 6 месяцев в году они ездят именно на этом транспорте. Сложные условия непроходимых таежных просторов может выдержать только техника отечественного производства. Белянка – одна из 220 заповедных мест Якутии. Под защитой инспекторов охраны природы почти 30% всей территории региона. Их сложную задачу облегчают современные технологии. С помощью GPS егерь прослеживает любые передвижения обитателей леса. Отмечаем лосей, координаты любых зверей, соболей, росомах, волков, и все они у нас по координатам установлены. GPS рассчитывает тебе маршрут 10 километров твой, ты считаешь, по GPS проехал, посчитал, посмотрел свою скорость, посмотрел расстояние какое, сколько понадобится бензина. После очередного рейда напарники возвращаются в свой кордон. Избушка на берегу Лены. Здесь они находятся 8 месяцев в году. Солнечные панели для света, дрова, чтобы было тепло, и речная вода. В лесу все просто. Самое приятное это, наверное, вечер, когда тишина, спокойствие, особенно летом, когда штиль на реке, и воздух свежий, и глаз радуется. Это природа все-таки. Природа самое главное. В этом году у защитников природы в 2,5 раза больше работы. Вместо 15 рейдов – 41. Владимир Распопов и Андрей Боровков теперь одновременно выполняют функции охотинспектора. Впереди самая популярная в Якутии охота на водоплавающую дичь. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Кобяйский район.